Перед телеканала программа «Итоги дня» в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Подходы устойчивого развития в новых макроэкономических реалиях рассмотрели на Северном форуме, который проходит в Якутске. Якутия завершает ремонт объектов в подшефном городе Кировское в Донецкой Народной Республике. 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты налогов на имущество. Именитые шеф-повара дали гастрономический мастер-класс будущим якутским специалистам в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Айслан Николаев подведет итоги месяца в эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха». Глава республики Айслан Николаев провел прием граждан. С разными вопросами обратились жители Алданского и Нюрбинского районов. Так, жительница Алдана живет в ветхом здании. Дом входит в программу переселения из аварийного жилья. Она попросила ускорить этот процесс. А жительница села Мар попросила оказать содействие сыну, бойцу специальной военной операции. Молодой человек находится на стационарном лечении. Поступившее обращение глава региона поручил министерствам ускорить и взять на личный контроль. В республике продолжаются мероприятия Северного форума устойчивого развития. На сессии развития Арктики в новых геополитических реалиях участники обсудили возможные пути решения тех или иных вопросов, которые напрямую зависят для успешного развития арктических регионов страны. О том, что предлагают участники, узнала Галина Чукурова. На сессии приняли участие представители правительства, различных организаций и бизнеса. Они обсудили возможности развития Арктики и способы улучшения жизни населения, проживающих на этой территории. Хочу сказать, что мероприятие проходит на достаточно высоком уровне, и видела здесь коллег из зарубежных арктических держав, что тоже очень радует, потому что сегодня в таких непростых внешнеполитических обстоятельствах, конечно, участие иностранных коллег играет, конечно, большую роль. Значит, на сегодняшней сессии мы обсуждали перспективы развития повестки в арктических регионах, обсуждали перспективные меры поддержки, обсуждали инвестиционные проекты, которые уже запущены или будут запущены в регионы. Предприятие «Славнефть-Янос» успешно производит дизельное топливо, которое бесперебойно работает при низких температурах, а именно ниже минус 75. С таким проектом выступил Дмитрий Борисанов, начальник исследовательской лаборатории «Славнефть-Янос». По его словам, создание такого топлива может облегчить жизнь жителей арктической части России. Одной инновацией является разработка незастывающего в условиях Арктики дизельного топлива. Собственно, задача на разработку такого топлива была поставлена Министерством обороны еще в 2014 году. Однако до последнего времени никто не смог его выпустить. Однако мы это сделали и в октябре прошлого года выпустили первую промышленную партию. И мы получается, уже второй год его выпускаем. И это позволит обеспечить бесперебойную работу двигателей дизельных не только в условиях Арктики, но и в более жестких условиях Антарктики, где живут пингвины. Необходимо развивать туризм в арктической части. Об этом заявил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникации Fun and Sun Александр Сирченко, так как именно эта часть страны очень богата культурно-этническим составляющим. Я считаю, такое высокое взаимодействие, когда осуществляются чартерные перевозки. И это все как раз помогает, в том числе в арктических регионах, сохранять стабильность, загружать туристический бизнес, ну и, соответственно, сопутствующие отрасли. Как вы знаете, по оценке экспертов, одно рабочее место в туризме она создает 1,5, а в некоторых регионах и 3 рабочих места в сопутствующих отраслях. По итогам сессии развития Арктики в новых геополитических реалиях все предложения направятся в необходимые органы и в последующем будут реализованы. По мнению специалистов, развитие страны зависит напрямую от развития Арктики. Галина Чукурова, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии готовят к открытию порядка 10 тысяч километров автозимников. Ход подготовки рассмотрели на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко. 4 ледовые переправы через реку Вилюй и переправу через реку Алдан планируется открыть 1 декабря с общей массой до 4 тонн. А открытие ледовой переправы через реку Лену на автодороге Колыма запланировано на 5 января с общей массой до 10 тонн.
Также Минтранс Якутии сообщает, что 20 декабря будет открыто движение по грунтовому автоземнику на участке от якутского села Тасурях до поселка Верхнемарково Иркутской области. Что касается ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях, сейчас ведется трассировка на основном русле реки и по наморозке льда. После заливки до торосов планируется запустить трактора для расчистки. В Якутске восстановлено водоснабжение на линии Гемин-птицефабрика. В 18:35 аварийная бригада «Водоканал» оперативно устранила порыв на поврежденном трубопроводе по улице Сергелякское шоссе. Водоление запущено, водоснабжение всех потребителей восстановлено. Якутия вводит в эксплуатацию в городе Кировской Донецкой Народной Республики последние два самых больших отремонтированных объекта в этом году – школу номер 2 и жилой дом номер 4 по улице Донецкая. Благодаря усилиям специалистов из Якутии сегодня там восстановлены 29 объектов инфраструктуры города. Промежуточные итоги совместной работы органов власти Якутии и подшефного города Кировская, а также планы на следующий год стали главными темами встречи постпреда республики Андрея Федотова с главой администрации Кировская Сергеем Ермаковым. Постпред Якутии отметил, что изначально стояла задача подготовить коммунальные сети города, чтобы обеспечить его теплом в зимний период, а затем список необходимых работ расширялся. С сегодняшнего дня волонтеры начали доставку продуктовых наборов для семей участников специальной военной операции. Так, на базе сформировали наборы с продуктами первой необходимости, всего до 17 наименований. Подготовили 3 вида с разным ассортиментом на выбор, в зависимости от пожеланий и потребностей семей. Продукты приобретены за счет средств муниципального бюджета. Мобилизованные жители Ленска, проходящие на данный момент подготовку в городе Чита, выразили благодарность главе республики Айсену Николаеву, главам района и города за финансовую поддержку. Бойцы записали видео и разослали его через соцсети. Ребята показали обмундирование, бронежилет, который буквально на днях получили с родной земли. Они уже проверили его на прочность на учебном полигоне. Огромная благодарность всему волонтерскому движению и лично Айсену Сергеевичу Николаеву от подразделений мобилизированных из республики Саха-Якутия. Уруй! Стоит отметить, что районная администрация регулярно помогает мобилизованным ленчанам в приобретении необходимого обмундирования. Так, буквально на днях будет закуплена очередная его партия. Из районного бюджета по инициативе главы было выделено 15 миллионов рублей на приобретение специализированного автомобиля, квадрокоптеров, раций и многого другого. Заплати налоги и спи спокойно. 1 декабря истекает срок уплаты налогов физическими лицами. Управление Федеральной налоговой службы России по Якутии призывает граждан не откладывать на потом этот важный момент, чтобы избежать дополнительных расходов. Наши коллеги продолжат. Собираемость налогов в Якутии на начало ноября составила чуть больше 48%. Несмотря на общий рост показателей налоговых сборов по России, якутяне не спешат уплачивать налоги добровольно, а делают это в принудительном порядке. А это влечет за собой последствия вроде начисления пени. Отрицательная динамика собираемости налогов зафиксирована в ряде районов, в том числе Нерюнгринском. По Нерюнгринскому району в этом году исчислено порядка 126 миллионов имущественных налогов. И по состоянию на 24 ноября процент собираемости составил чуть больше 55%, что ниже среднереспубликанских показателей, так как республиканские показатели сейчас составляют 63%. Однако ситуация с поступлением налогов от якутян в текущем году выглядит более позитивной по сравнению с прошлым. Этому способствует ежегодная индексация налога на землю, имущество и транспортные средства. Наша съемочная группа узнала у нерюнгринцев, уплачивают ли они налоги в срок. Стараюсь до конца года, чтобы в год без долгов. Скажите, вы заплатили? Конечно. Заплатили? Обязательно. Всегда вовремя оплачиваете? Всегда. Скажите, вы оплачиваете, вовремя оплачиваете? Конечно. Вовремя оплачиваете? Да, всегда все вовремя. СМС-очка приходит, госуслуги, и пошел, и все, оплатил. Управление Федеральной налоговой службы России по Якутии напоминает, что в случае несвоевременной уплаты налогов может образоваться задолженность. Чтобы избежать подобной ситуации, уплатить налоги можно любым доступным способом.
Налоги можно уплатить просто, можно уплатить через сайт на Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика физического лица. Можно также сделать это через мобильное приложение налоги ФЛ. Также можно сделать это через отделение банков, непосредственно с сводным налоговым уведомлением. И если в населенных пунктах, где нет отделений банков, можно это сделать и через отделение Почты России. Ну и также можно просто оплатить, отсканировав QR-код с сводным налоговым уведомлением через мобильное приложение любого банка. Промедления в оплате налогов могут привести к дополнительным расходам на проведение мероприятий по взысканию долгов. Это почтовые рассылки и судебные иски. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере функционирования территории в Дальневосточном федеральном округе и защиты прав предпринимателей. Заседание провел заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Как отметил руководитель, в последнее время выросло количество зарегистрированных ИП и расширен список видов деятельности территории опережающего развития. Дмитрий Демешин указал, что для решения и надзора требуются усилия от компетентных органов. Якутия осуществляет деятельность на 2 территориях опережающего развития 57 резидентов. Их количество ежегодно растет, в том числе в текущем году резидентами стало 9 субъектов бизнеса. Органами прокуратуры республики налажено тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и уполномоченными органами. Проблемные вопросы реализации прав субъектов предпринимательства рассматриваются на площадках профильной межведомственной рабочей группы и Общественного совета по защите бизнеса. Системно проводятся выездные встречи и приемы предпринимателей. Почта России подготовилась к предстоящему новогоднему сезону. Для этого компания оптимизировала маршруты и провела тестирование готовности сортировочных мощностей к повышенным нагрузкам. Так, на сегодняшний день количество авиарейсов из Китая увеличено с 50 до 12-14 в неделю. Часть маршрутов теперь включает и наземную перевозку. Это сделано для того, чтобы избежать скопления товаров на территории китайских аэропортов. В рамках проведения ежегодного республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» шеф-повара Александр Пантюхов и Денис Перевоз провели мастер-класс по приготовлению гастрономических блюд для студентов и поваров. На мастер-классах побывала моя коллега Марфирина Алексеева. Темой мастер-класса для будущих специалистов поварского отдела шеф-повар Александр Пантюхов выбрал приготовление блюд из местных продуктов, использование новых техник в региональной кухне, а также бережное производство. Александр отметил, что умение правильной переработки мясного сырья – очень важное знание для юных специалистов. Познакомить поближе с обвалкой. Для юных специалистов это очень важно, понимать, как это работает, что можно получить из туши, как это можно приготовить. Для демонстрации техники приготовления шеф-повар выбрал охлажденную свинину. Также Александр показал ребятам свое видение традиционных якутских блюд, а именно новое видение знаменитого салата индигирка. Первый раз, когда я попробовал здесь индигирку, я неоднозначные чувства испытал. Если строганина – это приятно, это здорово, она тает во рту, это очень круто. А когда кусок, скажем так, крупный, он хрустит на зубах, это неоднозначно. Я считаю, что адаптация очень важна. То, что люди могли приготовить там 50 лет назад для себя и предлагают сейчас, это можно развить, можно улучшить. Таким образом, вместо привычных нам замороженных кусочков рыбы и мелко нарезанного лука Александр Пантюхов приготовил индигирку из охлажденной нельмы с луковым соусом. А на гарнир для изготовления саламата вместо обычной пшеничной муки использовал кедровую, что кардинально меняет вкус. Рубанина из жеребятины, еловый айоли, медальон из чира и оленина с бруснично-свекольным соусом. Еще один мастер-класс провели для якутских поваров. От теории к практике. Член правления Национальной ассоциации кулинаров России Денис Перевоз поделился различными техниками приготовления мяса и рыбы с ресторанной подачей. Поваров поразил яркий вкус соусов и мяса. У меня бомбовые эмоции. Вот сейчас я попробовал тартар с жеребятины. У меня сейчас взрывной эффект происходит. Даже говорить не могу. То есть необычный вкус. Да. А вот техника приготовления была что-то новое для вас? Конечно, очень. Знаете, есть такая поговорка: велосипед уже не нужно придумать, но он прям этот велосипед обновил настолько, что прям, не знаю. Хотелось бы, чтобы в Якутске больше было таких мастер-классов. И
от него, как бы сказать, можно многому научиться, и особенно вот для ребят, которые там стоят студенты. Когда-то был тоже студентом. Студенты, будущие повара, вдохновились мастер-классом и поделились своими впечатлениями. Мы попробовали, очень вкусно, нежный такой вкус. Ну, понравилось нам всем. А вы что думаете? Тоже очень понравилось. Было интересно. Мы очень благодарны, то, что у нас появился такой шанс, ну вот, поработать как бы вместе вот с шефом. Второе блюдо – медальон из чира. Несложные решения и нюансы превратили чир в многослойный вкусовой взрыв. Рыбу я не солил. Объясню, мы будем рыбу солить в самом конце. У меня здесь морская соль, подойдет цветочная соль, которая хлопьями наверняка видели. Она тоже будет придавать текстуру. И у нас будет рыба идти самостоятельно, сверху кусочки соли. Когда вы будете это складывать, у вас будет отдельно взрываться соль и отдельно будет вкус рыбы. Фестиваль «Вкус Якутии» стал громким событием для специалистов поварского и кулинарного дела. Все участники под впечатлением и спешат применить новые навыки в ресторанных кухнях Якутска. Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. 1 декабря в 16:00 в Якутске в рамках традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии» зажгут огни главной елки республики и первой новогодней елки страны. Одновременно зажигаются и огни новогодних елок по всему региону. Традиционно в мероприятии примут участие Дед Мороз со Снегурочкой и якутский повелитель холода Чисхан со своей внучкой Харчаной. Трансляция будет организована на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». Красная икра – один из главных гастрономических атрибутов новогоднего стола. Однако продукт этот не из дешевых, да и качество икры не всегда отменное. Поэтому важно очень ответственно подойти к выбору этого продукта. В икре присутствуют практически все элементы и витамины, необходимые для нормального развития человеческого организма. Рыбья икра содержит до 13% жиров и около 30% белков, которые усваиваются лучше, чем белки молочных и мясных продуктов. Во Владивостоке средняя цена за килограмм икры варьируется от 3,5 до 4 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом в Приморье стоимость заветной баночки в среднем увеличилась от 5 до 10%. Да, действительно, икра настолько полезна, что ее рекомендуют и людям, которые сидят на диете. Несмотря на то, что там 267 калорий в 100 граммах, все равно она полезна, но, конечно, в ограниченных количествах. Полезна беременным женщинам, так как в ней содержится достаточное количество фолиевой кислоты, помимо необходимых витаминов, минералов и омега-3, что формирование плода идет очень благоприятным образом. Также очень необходима икра спортсменам, людям, занимающимся спортом. Мировые звезды танцевального спорта выступят на турнире «Кубок Триколор» в Мирном. Яркие состязания детских и взрослых пар из Якутии и других российских городов покажут невероятные выступления. Надежда Саханская подробнее. Масштабное мероприятие такого уровня, как Кубок Триколор, проводится впервые и стало возможным благодаря поддержке Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 2 дня в алмазной столице мировые звезды будут бороться за звание лучшего. Наш регион тоже принимает участие в данном турнире. Для республики это очень важный этап, наверное. Я очень надеюсь на то, что после этого турнира дети будут заряжены на вот этот такие вот танцевальные турниры, потому что туда приезжают великие, на мой взгляд, вообще чемпионы мира приезжают, 2 пары, одна латиноамериканская, другая европейская, и они обе наши российского производства, можно сказать так. Это очень здорово. В рамках турнира запланированы выступления 30 пар юных и взрослых спортсменов. География обширна. В соревновании примут участие дети разных возрастов из Якутска, Ленска, Мирного и Хабаровска. Взрослые пары представят такие города, как Москва, Коломна, Химки, Хабаровск, Нижний Новгород и Волгоград. Участников Кубка Триколор будут оценивать именитые судьи всероссийской категории, которые дополнительно проведут судейский конгресс для республиканских тренеров и судей, на котором эксперты передадут свои знания и опыт, расскажут, на что обращать внимание при оценке танцевальных номеров. Приезжают судьи, которые в свое время
также являлись чемпионами страны, выступали на международных соревнованиях, имеют богатый опыт как тренерской, так и судейской работы. Их задача, поскольку тренер у нас равно судья, показать якутским коллегам, рассказать правила судейства, тенденции судейства, на что стоит обращать внимание, когда оценивают пары. Ну и, безусловно, поделиться своим тренерским опытом. Зрители тоже не окажутся безучастными. Им предстоит путем голосования определить лучших, тех, кто понравился и чей танец не оставил без внимания. Всю же красочность мероприятия можно будет наблюдать 4 декабря в спортивном комплексе «Кимберлит» города Мирный. Надежда Саханская, Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. Домашний зоопарк в центре Нерюнгри. Наш корреспондент Иван Лазаренко побывал в семье Васьковых, любовь которых к домашним животным поистине безгранична. Подробности в сюжете далее. 30 ноября отмечается Международный день домашних животных. Недаром девизом этого праздника стала фраза маленького принца из рассказа Антуана де Сент-Экзюпери «Ты в ответе за того, кого приручил». У нашей героини дома отлично уживаются йоркширские терьеры, вальяжные коты, попугаи, рыбки, черепахи, морские свинки и африканский еж. А на придомовой территории живут сторожевые собаки, как породистые, так и подобранный и выхоженный в свое время заботливыми руками щенок обычной дворняги. Это любовь с детства у меня. Даже еще маленькая, когда была, у меня всегда были питомцы. Отдельно можно упомянуть про собак породы хаски, которые в настоящее время готовятся к соревнованиям ездовых собак. Это, допустим, Умка, ее зовут. Ей 3 года. У меня есть также вторая собака, зовут ее Яра. 18 числа она ощенилась, у нее 2 прекрасных мальчика. И потихоньку в свободное время мы готовимся к соревнованиям. Где-то в феврале, не скажу точно в каких числах, у нас будут соревнования в другом городе. Однако на этом любовь Ольги Николаевны к животным не заканчивается. Лаской и заботой окружено множество домашней птицы, среди которых куры, гуси, утки, перепела, цесарки, индюки и диковинные для нашего климата фазаны и красавцы-павлины. Павлины для красоты, чтобы они радовали глаз, чтобы было всем окружающим приятно, и очень много людей приходит посмотреть. Трудно содержать, потому что живем мы на севере. Очень дорогая перевозка к нам, комбикормов, сена. Ну, любовь перебарывает. Казалось бы, уже предостаточно, но своего переезда в новые просторные вольеры в ближайшее время ожидают кролики, козы, овечка и барашек, а также самая настоящая тройка лошадей. Маня, Белочка, а это у меня двойняшки, и я их назвала Зита и Гита. Вот. И у меня Бяша, альпийская коза. Они скучают, у них ревность. Одну погладишь, надо вторую. И когда я им готовлю вкусняшки, очень любят бананы. И стараюсь каждой поровну. Такое изобилие домашней живности полностью обеспечивает многочисленное семейство диетическими продуктами – яйцом, молоком и домашним сыром. В планах Ольги Николаевны зарегистрировать фермерское хозяйство, чтобы эти вкусные, полезные и свежие продукты стали доступны всем желающим жителям нашего города. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Глава Республики Сан-Николаев расскажет об итогах ноября сегодня в эфире передачи «Якутия вперед» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», а также радио «Тетим». Основной темой программы станут исполнение указа главы республики о мерах поддержки семей мобилизованных, добровольцев-контрактников, участников специальной военной операции и работа над формированием бюджета республики на последующие 3 года. Эфир программы смотрите в 21:00 по якутскому времени. На этом все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.